Читаем газету «Канаш» от 19 июля 2019 года под номером 51. Статья «Где эта улица, где этот дом?». В канун Дня города в редакцию газеты «Канаш» попали архивные документы, протоколы заседания исполкома Канашского городского совета депутатов, трудящихся Чувашской ССР с 1957 по 1993 годы. Самый ранний датирован 13 мая 1957 года. В этот день члены исполкома, рассмотрев протокол собрания уполномоченных колхоза имени Молотова Сугайкасинского сельского совета Канашского района, орфография сохранена, решили включить в городскую черту и городское административное деление село Выселки-Шихраны, занимаемой территорией. Остальные протоколы касаются переименования улиц нашего города. К примеру, у улицы Карла Маркса, это третье название за период ее существования. До 9 июля 1957 года она была улицей Кагановича. Переименовалась в улицу Водопьянова. Сегодняшнее название приняла уже через 4 месяца, 21 ноября. В этот же день, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, колхозам, учреждениям и организациям, а 21 сентября 1957 года исполком городского совета депутатов трудящихся решил переименовать еще 6 улиц. Имени Ворошилова на имени Некрасова, имени Папанина на имени Свердлова, имени Стаханова на имени Куйбышева, имени Буденного на имени Михаила Сеспеля, имени Ливаневского на имени Ленинградскую, имени Молокова на Московскую. Подпись в документе поставили председатель исполкома Канашского горсовета Ямпольский и секретарь исполкома Канашского горсовета Герасимова. В январе 1958 года улица 30 лет октября стала проспектом Сталина, переулок Ломоносова и Пугачева улицей Маяковского. Первый проезд Ломоносова проездом Маяковского, второй и третий проезд Ломоносова и переулок Пугачева улицей Радищева, первый переулок Чапаева улицей Чапаева. Тогда же вновь образованный проезд между улицами Островского и Шмидта решили назвать вторым проездом Островского, а улицу Заводскую разбить на 3 самостоятельных улицы – Озерная, Набережная, Заводская. Сейчас 2 из них не существуют. Нынешняя улица Дружбы до 1959 года была улицей Чувашской. В 60-м году к Канашу примкнул хутор Ойбоси в количестве 30 домов. Населенный пункт раньше относился к деревне Малые Бекшихи. После передачи в город ему дали название в честь Мичурина. Проспект Ленина появился в 50-х годах 20 века и до 1961 года назывался проспектом Сталина. В то время, учитывая пожелания и просьбы коллективов предприятий и организаций, а также ходатайства общественных организаций города Канаша, исполком городского совета решает: первое – переименовать проспект имени Сталина на проспект имени Ленина. Второе – изъять скульптуры Сталина, находящиеся в городском парке и на территории вагоноремонтного завода. Того требовала политика времени. Город рос, развивался. В 1966 году исполком в связи с наличием одноименных названий издал большой документ о переименовании улиц, переулков, проездов. Тогда появились улица имени Николаева вместо 2-го проезда автовокзального, улица Котовского вместо 2-й Канашской, улица Ватутина вместо переезда Комсомольского, имени Джалиля вместо переулка Карла Маркса, имени Чайкиной вместо 1-го проезда Карла Маркса, имени Зарубина вместо 2-го проезда Карла Маркса, имени Гагарина вместо переулка Кирова, улица Железнодорожная вместо улицы Ленина, улица Кутузова вместо переулка Ломоносова, улица Коммунаров, улица Строителей, улица имени 8 марта, проезд Островского, улица Циолковского, улица Макаренко и так далее. Всего в документе обозначены 152 улицы. В 76-м жилой поселок Мехколонны номер 33, расположенный севернее улицы Полевой, назван улицей механизаторов. В 1985 году улице Школьной в целях увековечения памяти Героя Советского Союза присвоено имя Кабалина. А в 1993 году были
были сданы в эксплуатацию первые жилые дома в микрорайоне Шевле. В них заселены жители. Здесь открылись улицы Глинки, Черникова, Бухтулова, Ухсая. Если вам известны интересные факты из истории нашего города или у вас есть уникальные фотографии, связанные с Канашом, делитесь. Ждем вас в редакции. Статью подготовила Людмила Шурекова. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.